Малышка из Благовещенска пострадала в аварии и нуждается в дорогостоящей операции. Шестилетняя Амина Сиддикова полгода прикована к кровати. Она дышит с помощью аппарата ИВЛ. Самостоятельно организм не справляется с этой функцией. Но есть надежда на реабилитацию. Московские врачи готовы провести операцию. Для того нужно более 9 миллионов рублей. Большая часть уже собрана, осталось меньше 1,5 миллиона. Помочь можете и вы. Один из вариантов перевода средств – СМС на короткий номер 3434 с текстом «Амина, пробел 300». Сумма пожертвования может быть любой. Подробности далее. Амина даже сниматься вчера не хотела, сказала, что вырастет, когда станет моделью, тогда будет сниматься. Будущая модель с 2 аккуратными косичками когда-то занималась спортом, танцевала, садилась на шпагат. Последний раз на занятиях она была 6 месяцев назад. В октябре прошлого года малышка попала в аварию. Столкнулись 2 автомобиля. В одном из них была Амина. Она вылетела через лобовое стекло. Чудом за машиной ехал реаниматолог. Медик буквально спас девочку до приезда скорой помощи. Она выжила, но получила множество травм. Ушиб ствола головного мозга и кровоизлияние, компрессионный перелом шейных позвонков и бедра. Долго очень времени, полгода уже лежит, поэтому у нее была такая апатия. Сейчас намного лучше. Сказали дома, намного будет ей лучше. И действительно, мы ее начали потихонечку отключать от аппарата. И уже более 5 минут она может находиться без аппарата с помощью меня. И мы делаем дыхательную гимнастику, и она вот так держится без аппарата. Более 5 минут. С врачами мы всегда с московскими созваниваемся. Младшая сестренка тоже была в той аварии. 4-летняя Есения говорит, что скоро все наладится. Амина встанет с кровати и побежит играть в догонялки. Играть с ней в догонялки. С Аминой, да? Да, с Аминой. Малышка под круглосуточным присмотром родителей. Ее наблюдают медики, делают массаж и проводят физиотерапию. По назначению врача-невролога мы ходим домой, Амине делаем стимуляцию на грудную клетку и на ручки, чтобы стимулировать мышцы рук, чтобы они работали. Этот аппарат воздействует на организм модулированными токами. Так стараются как бы разбудить мышцы. Процедура Амине сначала казалась мучительной, но в больнице убедили. На самом деле это маленькие зайчики бегают по коже. На ручке бегают только. Этих зайчиков недостаточно, но в московской клинике дают надежду. По словам медиков, чтобы мышцы полностью не атрофировались как можно скорее, нужно сделать операцию, установить стимулятор диафрагмального нерва и начинать реабилитацию. Есть проблема. Аппарат стоит больше 9 миллионов рублей. Мама бросила клич в соцсетях, объявлен сбор средств. Чтобы помочь, можно перечислить любую сумму удобным способом. Счета вы видите сейчас на ваших экранах. Ежедневно мама Амины публикует отчеты о перечислениях и ведет своеобразный дневник онлайн. Ты когда-то появилась в мире, стало сразу легче в мире жить. Ты для нас всех милая стихия. Хочется тебя нам подарить все на свете и немножко больше, чтобы никогда не унывать. Малышке посвящают концерты, организовывают флешмобы в поддержку сбора средств. Подарим Амине счастливое детство. Держись, мы с тобой. Амина, дыши. Помогли уже 1000 человек. Собрана большая часть суммы. Из 9 миллионов рублей осталось меньше 1,5 миллиона. Девочка не сдается. Недавно Амина начала едва заметно шевелить большим пальцем. Но сжать руку в кулак, чтобы показать полноценный жест, что все хорошо, она пока не может. Ей не хватает помощи. Нашей с вами. Лилия Курбанова, Булат Закирьянов. Новости Благовещенск.